сегодняшнюю игру, я считаю, что все-таки вынужденная пауза трехнедельная наложила отпечаток. То есть игрового тонуса нам явно не хватало, особенно в первом тайме где-то. Вроде играли, но везде по чуть-чуть чего-то не хватало. По ходу игры этот тонус снова обретали, как бы все лучше и лучше, количество моментов увеличилось. Но эти моменты так в голы не вылились, хотя как минимум на один гол мы точно наиграли. То есть были ситуации, в которых мы не забивали, в которых сложнее, наверное, было не забить, чем забить. Потом, безусловно, отпечаток на игру наложил курьезный гол, который случился на 5-й минуте. Неман начал просто позиционно обороняться, у него это неплохо получается. И всю оставшуюся игру мы пытались вскрыть эту позиционную оборону. Где-то справлялись, где-то не справлялись, пропускали контратаки. Но в целом, конечно, можно сказать, что и Неман контролировал игру, потому что их устраивало такое течение игры. То есть они сознательно отдали нам мяч, играли на контратаках. Можно сказать, что мы контролировали игру, потому что мы большую часть времени владели мячом и создавали моменты. Тут, в принципе, кто как для себя считает, тот может так и думать дальше. В целом, я считаю, что как минимум ничейная сегодня была игра, количество моментов у нас было большое, но, как я уже повторюсь, все-таки игрового тонуса нам не хватало, и все-таки тренировками товарищескими играми, а все равно соревнования, игры официальные, это игры официальные. Где-то всего по чуть-чуть нам не хватило, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и вот это вылилось в то, что на табло наведено. Не слышал, что сказал Андрей, но, пожалуй, соглашусь. Им чуть-чуть не хватило, нам чуть-чуть хватило. Не хватило нам конструктивных действий в центре поля. Мы вынуждены были заменить 3 игроков, которые могут сыграть конструктивно. Это Евдокимов, вынужденная замена, Кантария, но Лыкулов, он все-таки находится под большим физическим и психологическим воздействием, поэтому вот а так. Удача была на нашей стороне сегодня. Хотя при хорошем раскладе надо было какие-то атаки, в общем-то, доводить до логического завершения. Не хватило точности последней передачи, не хватило хладнокровия. Победа есть победа, поэтому я ребятам благодарен, по крайней мере, за то желание, с которым они играли, сражались. Качество, вы сказали, что благодарны за желание. Вот в конце сезона, что уже высокие места недостижимы, вылететь уже не вылетим. Тяжело ли мотивацию для команды искать? Надо ли? Мы не то, что мотивацию потеряли. Вы смотрите, сейчас тренируются у нас 24 человека, да? У нас на игру с Солигорском было 16 человек, даже 5 человек не было запаса, поэтому мотивация, она, в принципе, должна быть у людей. Они должны играть ради того, независимо от результата, потому что приходят люди смотреть, я их не должен мотивировать. Я им перед игрой сказал, понятно, что, ребят, у кого-то есть предложение, у кого-то что, но мы благодарим за мотивацию, что-то у нас не получилось какой-то, может, в этой игре. В тактическом плане у нас был такой сложный выезд, все-таки мы находились в непростой ситуации, сложный выезд был в Мозырь. То, что они внутри нашли мотивацию, это команде большой плюс, а то, что не получилось в каких-то моментах, в этом мы разберемся, они, конечно, будут мотивированы.